Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги повысились на 6%. В коммунальные услуги входят водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, подача тепла и газа. С 2013 года коммунальные тарифы индексируются раз в год, 1 июля. Это позволяет сдерживать инфляцию. Во втором полугодии в разных регионах индексация будет варьироваться от 2,9 до 6,5%. Поговорим о льготных тарифах для населения. Гостья студии сегодня Антонина Винокурова, председатель Госкомитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Антонина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как изменились тарифы на коммунальные услуги для населения с 1 июля? Ну, как вы уже сказали, да, у нас ежегодно доводятся с 1 июля предельные индексы правительством Российской Федерации. И в последние годы нам доводят по 6%. И на 2022 год тоже утвержден распоряжением правительства еще в конце октября прошлого года тоже 6%. Но внутри, когда мы уже утверждаем сами тарифы, там, конечно, мы варьируем по видам услуг, по муниципальным образованиям. Ну, например, основной платеж к квартплате – это отопление. Он у нас вырастет на 6%, и горячая вода тоже на 6%. Но если горячая вода из открытого источника, то есть это слив теплоносителя, то там повыше будет рост, потому что там тариф сильно отстает от горячей воды. По холодной воде мы утверждаем тарифы по каждому поставщику. В среднем рост будет 7,2%. По водоотведению тоже по каждому поставщику утверждаем, там рост будет 5,6%. Электроэнергия у нас единые тарифы по республике, делятся только на город и село, и на дневное и ночное потребление. Рост там будет 6%. И твердое топливо у нас по каждому муниципальному образованию свой тариф. В городе Якутске, допустим, вырастет на 6%, в каких-то улусах меньше. В среднем по республике слагается 3,7%. И еще мы утверждаем предельные индексы на твердое топливо, то есть на дрова, на уголь для населения. На них тариф вырастет на 2,6%. Как формируется индекс изменения оплаты граждан? Да, это очень сложный процесс, и вот довело до нас правительство Российской Федерации 6% по республике в среднем, и мы в него обязаны уложиться. Буквально вот если 6,01% будет, то это уже считается нарушением. И чтобы уложиться в этот предельный индекс, мы разработали целую компьютерную программу, в которой ежегодно считаем по каждому поселению каждый вид благоустройства жилья. А поселений у нас 411, типов благоустройства у нас 34. Ну, в общем, это где-то около 2500-3 тысяч расчетов платежей семьи, стандартной семьи из 3 человек на 63 квадрата. И вот так вот считаем. И у каждого поставщика еще свои тарифы, и в каждом поселении могут быть и разные тарифы. Вот это вот все считаем, и должны выйти на 6%. Но при этом есть еще один предел, который тоже доводится правительством Российской Федерации. Он называется предельное отклонение по муниципальным образованиям. Он составляет 2,4%. То есть, когда мы это считаем, мы обязаны уложиться в 6% в среднем, но при этом понятно, что от набора услуг у кого-то может сложиться выше, у кого-то ниже. Так вот, у кого выше, там не должно быть больше, чем на 8,4%. 6 плюс 2,4, да? И вот этот предел тоже мы обязаны соблюдать. Тоже считается это нарушением. Поэтому вот так вот варьируем вот в этих расчетах, и таким образом вот так вот очень сложно выдерживаем этот индекс. Ну, вы уже назвали некоторые цифры. В каком размере утвержден тариф на электроэнергию? Да, на электроэнергию, например, у нас тарифы делятся на город и село. Разница между ними исконно издревле составляет 30%. Это требование законодательства. Мы его выдерживаем. Если в городах платили с газом 6 рублей 82 копейки, то будет 7 рублей 23 копейки, то есть на 41 копейку вырастет. А в селах 4,78 превратится в 5,07, то есть на 29 копеек. Ну, села, это туда относятся еще и городские поселения без газа. А вот этот высокий тариф, который на 30% выше, это именно в городских, только если там газ.
А если живешь в селе, но с газом, все равно платишь сельский тариф. Ну вот, кстати, о газе. Какой уровень розничных цен на газ, реализуемый населению республики? Да, вот по газу у нас в этом году будет рост немного опережающий, чем предыдущие годы. В предыдущие годы было всегда 3%, иногда даже в некоторых годах у нас даже роста вообще не было. А сейчас вот в этом году будет повыше рост, по нашим прогнозам будет 8,8%, это по Сахатранснефтегазу, который основной поставщик газа, да. Но мы еще тариф не утвердили на газ, потому что мы обязаны ждать, когда утвердится, изменится тариф, оптовая цена на газ, которая утверждается Федеральной антимонопольной службой. Она еще не утвердила по Сахатранснефтегазу газ, поэтому ждем. И здесь изменения касаются того, что с этого года объявлена догазификация по стране, и предприятия разрабатывают программу, разработали, утвердили, и на уровне республики программа утверждена. И одним из источников программы является так называемая специальная надбавка. Мы ее раньше не утверждали, многие субъекты его давно утверждают, мы ее раньше не утверждали. В этом году были обязаны уже утвердить и утвердили, поэтому вот опережающий рост ожидается где-то на уровне 8,8%. И ФАС утверждает тарифы, в том числе по населению в среднем, средний тариф до нас доведет. И мы этот тариф, опять же, по федеральным методикам расщепляем на город-село и на пищеприготовление, и на отопление. Там есть повышающие коэффициенты на пищеприготовление, понижающие на отопление, повыше в городах, на 20% ниже в селах. Вот эти вот тоже выдерживаем. Ну а почему в каждом муниципальном районе республики разные тарифы на водоснабжение и водоотведение? Да, очень интересный вопрос. Действительно, у нас вот, допустим, тарифы на холодную воду, да, они очень, по сравнению с другими видами услуг, они высокоокупаемые. Там окупаемость 70%. И, допустим, если взять город Якутск, у нас средний тариф на самом деле здесь утвержден 103 рубля, да? Но поставщиков 13 в городе Якутске, из них 7 поставщиков имеют себестоимость ниже, чем 103 рубля, а остальные имеют себестоимость выше. И вот у которых ниже мы делаем ниже, чем средний тариф, а у которых выше мы отсекаем вот этим тарифом предельным. И те получают дотацию, а эти не получают. Вот так вот. Поэтому вот у нас из-за высокой окупаемости тарифы разные. Помимо этого есть еще другая причина. Очень сильно на тарифы на воду и на водоотведение влияют очистные сооружения. Когда они строятся, они сами по себе никакого там энергосбережения не делают, да, никакого снижения расходов не привносят, а получается как бы дополнительный расход в целях выдерживания экологических требований. И поэтому здесь, когда вводятся очистные сооружения, там тоже принимаются индивидуальные решения. Мы, конечно, там смотрим, опять же, вот должны выдерживать вот эти 6%, там 8,4%, и вот так вот варьируем так, чтобы и очистные сооружения ввелись и работали, и чтобы и на население сильно это не сказывалось. А вот почему мы платим за отопление в течение всего года? Этот вопрос у нас постоянно висит, постоянно спрашивают. И на отчетах перед населением спрашивают. Действительно, как бы кажется, что летом почему я должен платить за отопление, если не пользуюсь, да? Но, опять же, ценовая политика вся в рамках законодательства Российской Федерации. Опять же, работаем в правовом поле. И дано субъектам Российской Федерации право выбирать, как должны платить люди. 1/12, то есть годовой платеж населения, делится на 12 месяцев. Можно разделить на 9 месяцев, допустим, ну или там на отопительный период, если у кого там сколько месяцев, да, длится. А можно вообще платить по факту, если в доме есть прибор учета. И вот сейчас люди в домах, которые живут с приборами учета, они получают так называемый перерасчет в конце года, в январе, да, по итогам прошлого года. И когда зимы теплые и платеж падает, как бы никаких жалоб, ничего не происходит. Бывает и обратно. А вот в январе 2021 года у нас очень долго стояли холодные дни, и вот и в декабре было холодно 2021 года, и поэтому вот за 2021 год перерасчет сложился в сторону увеличения. И мы получили шквал жалоб.
И сейчас вот, чтобы вот таких вот инсинуаций не было, да, вот таких вот перепадов, во-первых. Во-вторых, чтобы управляющие компании ТСЖ не злоупотребляли тем, что они могут и делать вот эти перерасчеты, могут и не делать, как бы, да, за этим тоже надо следить. Чтобы вот этих, как бы, этих не было, мы сейчас изучаем вопрос, а не перейти ли по домам, где приборы учета, не перейти ли на фактические показания приборов учета. Но надо понимать, у нас такое было в Нюрнберге, не подготовив население, не уведомив ни власти, предприятие само там решило взимать по приборам учета, и люди в августе получили снижение квартплаты, потому что отопление убрали, а потом потихоньку, а в ноябре-декабре двойные платежи пошли. Понятно, что отопление там больше расходуется. И мы получили, опять же, шквал жалоб. И тогда пришлось это решение их отменить. А сейчас вот мы думаем над тем, чтобы подготовить население хорошенько, да, и будем думать над тем, что как бы перейти. У нас на самом деле есть одно муниципальное образование, по которому мы приняли решение перейти на приборы учета, это поселок Жатай. Но там массово строились дома по переселению, массово строились именно энергосберегающие. И когда вот перешли на взаиморасчеты по приборам учета, там такого роста двойного, как было в Нюрнберге, не было. Поэтому там сейчас так работает. Вот немного поговорим, да, вот на уровне Дальнего Востока. Если сравнивать с другими субъектами, наша республика по плате за жилищно-коммунальные услуги какое место занимает? Да, мы всегда раньше отчитывали, что у нас квартплата почти самая низкая, ниже нас было всегда только на Амуре, да. Но у нас добавились Забайкальский край и Бурятия, а у них традиционно низкая квартплата, поэтому сейчас мы уже на 4-м месте снизу получается, да. Но мы считаем, что у нас одна из низких квартплат. Вот, допустим, если говорить о цифрах, то по нормативу, если считать без счетчиков воды, да, 12,4 тысячи квартплата на обычную квартиру из 63 квадрата, где проживает 3 человека, сравниваем по всем субъектам, у нас получается 12,4 тысячи. В Амуре дешевле, да, 10,5 тысяч. В Забайкалье 8 тысяч, в Бурятии 6,4 тысяч. Остальные все субъекты Дальнего Востока платят выше нас. От 13 на Сахалине до 16 тысяч за такую квартиру в Камчатке. Но когда сравниваем долю платежей граждан в доходах, то есть сравниваем квартплату с доходами, то получается очень интересная картина. У нас это 7%. А в Бурятии из-за того, что квартплата по сравнению с нами ниже на 40%, но из-за того, что доходы ниже, они платят столько же, что и мы, 7%. А Забайкалье и Амур даже выше, 8%. Но все остальные субъекты тоже или 7%, или 8%. Вот Камчатка высокая, 9%. В Приморье, хотя там квартплата ниже, чем на Камчатке, но на долю населения там приходится 12%. А в Еврейской и Хабаровском крае 14% люди платят из своих доходов за квартплату. Вот такое соотношение. Кто может рассчитывать на получение субсидий? Да, есть такое понятие адресных субсидий. Та квартплата, которую мы установили, она для некоторых наших граждан неподъемная получается. И чтобы считать им адресные субсидии, есть так называемые стандарты. И на самом деле рассчитывать на субсидию имеют право все. Абсолютно все, причем не зависит от того, где проживаешь, дровами топишься, газом топишься, в благоустроенном живешь, неблагоустроенном живешь. Все это считается. И критерием является именно вот та доля в доходах, которая платится на жилищно-коммунальные услуги. Российский стандарт здесь 22%, мы установили 15%. Но есть еще у нас свои стандарты для семей с 5 детьми. Туда входят дети и очные студенты, которые до 23 лет, да. И для неработающих пенсионеров у нас эта шкала, она варьируется от 0 до 15%. То есть если доход совсем низкий, то можно вообще освободиться от квартплаты. Вот. И там, в смысле, не освободиться, а там адресная субсидия прямо деньгами падает человеку на счет, да. Это касается, опять же, еще раз повторяю, и сельских граждан тоже, да, которые сами отапливают дровами. Помимо этого есть еще стандарт площади. Если российский стандарт – это 18 квадратов на человека и все,
то республика ввела дополнительные стандарты, плюс 9 квадратов на семью, то есть считается уже на побольше квартиру, да. Если одиноко проживаешь, то 33 квадрата берется, а если одиноко проживает и не работающий пенсионер, то, учитывая, что в деревнях остаются пожилые люди, не работающие, то там у нас утвержден площадь даже 64 квадрата берется для того, чтобы вот эту адресную субсидию считать. Ну, еще я бы хотела, конечно, сказать о том, что чтобы добиться вот такого уровня квартплаты, чтобы наше население могло платить приемлемую квартплату, у нас беспрецедентно большие деньги выделяются из бюджета на так называемую разницу тарифов для населения. То есть население не платит 100% экономически обоснованный тариф, как платят предприятия, а платит льготный тариф. И эта сумма у нас уже составляет в этом году 27 миллиардов. Если сравнивать с другими субъектами Российской Федерации, то после нас сумма в Санкт-Петербурге 21 миллиард. Ну, для них что такое 21 миллиард? Это, конечно, совсем несравнимо с нашими, да. Потом идет Кемерово 12,5 миллиардов, потом идет Ненецкий автономный округ 12,1 миллиард, потом идет Камчатка. И так 37 субъектов уже ввели вот такие льготные тарифы. Потому что тот индекс, который доводится 6%, они применяют и к экономически обоснованным тарифам. А мы, если не улаживаемся 6% в экономически обоснованных, то мы населению все равно доводим 6%, а, допустим, по другим категориям можем и другие индексы принимать. И вот эту разницу субсидируем. Наталья Борисовна, спасибо за полезную информацию. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо большое. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.